Шоклапан бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 18-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Иунова, автор группы Абаз-Абазджа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаз-Абазджа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на канал YouTube Алашара и канал YouTube Абаз-Абазджа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На сегодняшнем занятии мы с вами выучим поздравления по случаю свадьбы. Кроме этого, узнаем основные вопросы и основные вопросительные слова и закрепим полученные знания с помощью письменного упражнения. Так, перейдем сразу к поздравлениям. Поздравления на абазинском языке ахахраква. Ахахраква. В этом слове мы видим несколько интересных звуков. Разберем сначала звук х, который встречается в этом слове два раза. Пишется этот звук как х, палочка, в. Произносится как х. Произношение этого слова мы можем запомнить с помощью слова трава. Хра. Х, хра. Звук к, который пишется как к, в, мы можем запомнить с помощью слова крыша. К. Итак, давайте запишем. Ахахраква. Поздравление. Хра – трава, к – крыша. Начнем с поздравления родственников, жениха по случаю создания новой семьи. Как мы поздравляем родственников жениха? Мы можем им сказать атаца чхвашхат. Атаца чхвашхат. Атаца чхвашхат. Чхвашхат. Или атаца дышзамшрахат. Атаца дышзамшрахат. Атаца дышзамшрахат. Звук ш, который мы видим на экране, встречается здесь дважды, пишется как ш, в, произносится как ш. Запомнить мы можем его с помощью слова олень. Шарах, шарах. Звук т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Звук х пишется как х, в. Х, в. Давайте так его запомним. Дальше. Как мы с вами можем поздравить жениха? Укхылпа ваверлихат. Укхылпа ваверлихат. Укхылпа ваверлихат. Так, конечно же, звук к, который мы встречаем в слове укхылпа, нам легче всего будет запомнить с помощью слова шапка. Кхылпа, кхылпа. Звук к пишется как х, твердый знак. Дальше мы встречаем звук в. Звук в пишется как г, палочка, в. Запоминаем мы его с помощью слова гнездо. Вяра. В, вяра. Звук л, который мы встречаем в этом слове, пишется как л, мягкий знак. Тоже легко, да, его запомнить. И звук т, как мы проходили на предыдущем слайде, запоминаем с помощью слова сова. Т. Итак, жениха мы поздравляем следующими словами. Укхылпа ваверлихат. Звук к мы запоминаем с помощью слова кылпа. Х, твердый знак. Звук в, который пишется как г, палочка в, мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра.
невесту мы поздравляем следующими словами. Птацара бзым шрахат. Птацара бзым шрахат. Еще раз давайте повторим. Птацара бзым шрахат. Звук Т, который мы встречаем в последнем слове, пишется как Т-палочка. Т-палочка. Если помните, мы запоминаем его с помощью слова сова. Т. Теперь самое интересное. Давайте мы с вами попробуем вспомнить. Попробуем вспомнить поздравления, которые мы только что с вами выучили. Итак, начнем с поздравления родственников по случаю свадьбы. Итак, давайте подумайте, попробуйте вспомнить, как мы поздравляем семью жениха. Первый вариант. Атаца чхвашхат. Атаца чхвашхат. Второй вариант. Атаца джземшрахат. Атаца джземшрахат. Еще раз давайте повторим эти два варианта, с помощью которых мы можем поздравить семью жениха с созданием новой семьи. Атаца джхвашхат. Атаца джземшрахат. А как мы можем поздравить самого жениха? Уқыл пауаверлхат. Уқыл пауаверлхат. Как мы поздравляем невесту? Птацара бзым шрахат. Птацара бзым шрахат. Вот как мы поздравляем невесту. Молодцы. Давайте перепишем все эти выражения для того, чтобы нам легче было их запомнить. А пока давайте еще раз пройдемся по интересным звукам. Обратим на них внимание. Здесь мы встречаем звук Ш несколько раз. Пишется этот звук как Ш, В. Произносится как Ш. Звук Х, который пишется как ХВ. Звук Т, который пишется как Т, палочка. Звук Х, который пишется как Х, твердый знак. Звук Г, который пишется как Г, палочка, В. Звук Л пишется как Л, мягкий знак. Да? Вот все звуки, которые нам встречаются в этих словах. Давайте еще раз прочитаем эти поздравления, попробуем их запомнить. Атаца чхвашхат. Атаца чхвашхат. Атаца чземшрахат. Атаца чземшрахат. Уқыл пауаверлхат. Уқыл пауаверлхат. Птацара бземшрахат. Птацара бземшрахат. Молодцы! Теперь двигаемся дальше к следующему разделу сегодняшнего занятия. И сейчас у нас по плану вопросительные слова. Вопросительные слова на абазинском. Азцаараква. 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 Обратим внимание на новые звуки в этом слове. Звук Ц пишется как Ц, палочка. Произносим как Ц. Запоминаем с помощью слова птица. Птис. Звук Г пишется как Г, палочка. Запоминаем с помощью слова весна. Гапн. И звук К, который пишется как Кв, мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Итак, давайте запишем азцаараква, вопросительные слова, и запомним буквы, выделенные с помощью следующих слов. Ц с помощью слова цис, звук Г с помощью слова гапн, звук К с помощью слова К. Итак, вопросительные слова. Уабакту. Из какого ты аула? Уабакту. Из какого ты аула? Уабау. Откуда ты? Уабау. Откуда ты? Уабау. Откуда ты? Уазуда. Ты чей? Имеется в виду из какой семьи, из какой фамилии. Уазуда. Ты чей?
из какой семьи, из какой фамилии. Уэзуда. Дызда. Дзачия. Дызда. Дзачия. Кто? Вот как переводится каждое из этих слов. Значит, дызда может использоваться. Или дзачия. В слове дзачия мы видим звук ч. Запоминаем мы этот звук с помощью слова яблоко. Ча. Ча. Звук ч пишется как ч, палочка в. Дзачия. Ч, как в слове ча. Если мы хотим спросить если мы хотим спросить что, мы говорим ачия. Ачия. В слове ачия снова мы встречаем звук ч. Обратим внимание, как пишется этот звук. Пишется как ч, палочка в. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова яблоко. Ча. Ачия. Что? Звук ч мы запоминаем с помощью слова ча. Если мы хотим спросить где, куда, то мы говорим ябаку. Ябаку. Где, куда? Ябаку. Звук к. Пишется звук к как к, палочка в. К, палочка в. Ябаку. Запоминаем звук к мы с помощью слова комж. Давайте повторим все вместе. Комж. Ябаку. Где? Куда? Звук к мы запоминаем с помощью слова комж. Комж – это национальная мужская абазинская одежда. В слове комж, сразу обратим внимание, есть еще интересный звук. Звук ж. Да? Звук ж. Пишется как ж в. Следующий вопрос. Янбаку. Янбаку. Когда? Янбаку. Когда? Следующий вопрос. Когда? Янбаку. Звук к, который встречается в этом слове, пишется как к, палочка в. Запоминаем мы его с помощью того же слова комж. Комж. В слове комж мы видим звук ж. Пишется этот звук как ж в. Янбаку. Когда? Яхпаку. Перевод куда, в какую сторону, с какой стороны. Яхпаку. Яхпаку. Куда, в какую сторону, с какой стороны. Яхпаку. Куда, в какую сторону, с какой стороны. В слове яхпаку мы видим звук х. Пишется как х мягкий знак. И видим звук ко, который пишется как к, палочка в. И запоминаем мы этот звук с помощью слова комж. Комж. Давайте потренируем произношение этого вопроса. Яхпаку. Яхпаку. Куда? В какую сторону? С какой стороны? Ешпаку. Ешпаку. Как? Каким образом? Как? Каким образом? Ешпаку. Давайте еще раз потренируем произношение. Ешпаку. Звук ко мы запоминаем с помощью слова комж. Комж. Если нам нужно спросить сколько, то мы говорим з'арая. 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 Сколько? Обратите внимание, как мы читаем твердый звук, как твердый знак, как твердую букву А. Да, вот как-то так. З'арая.
Сколько? Молодцы. Вот мы и познакомились с основными вопросительными словами. Теперь у нас по плану проверочка. Давайте проверим, что из пройденного материала мы с вами усвоили. Вспомните, как спросить сколько? Сколько? Арая. Как спросить ты чей? То есть из какой семьи, из какой фамилии, да? Давайте вспоминать. Ты чей? Как спросить? Возвуда. Как сказать вопросы или вопросительные слова? Азцараква. Азцараква. Звук Ц пишется как Ц палочка. Звук Г пишется как Г палочка. Звук К пишется как К В. Азцараква. Значит, как спросить где, куда? Где, куда? Ябаку. Ябаку. Звук К пишется как К палочка В. Как спросить кто? Дызда. Зачия. Дызда. Зачия. Кто? Дызда. Зачия. Как спросить как? Каким образом? Как? Каким образом? Ешпаку. Ешпаку. Опять звук К палочка В. Как спросить что? Ачия. Ачия. Звук Ч. Да? Ч палочка В. Как спросить из какого ты аула? Уабакту. Уабакту. Как же спросить когда? Подумайте, как спросить когда? Янбаку. Янбаку. Звук К пишется как К палочка В. И, наконец, давайте подумаем, как спросить куда, в какую сторону, с какой стороны. Подумайте. Яхпаку. Яхпаку. Вот как мы спрашиваем, куда, в какую сторону, с какой стороны. Молодцы, вот повторили мы с вами вопросительные слова. Теперь у нас на очереди переписывание. Переписывание на абазинском языке аквелара. Аквелара. Звук К, который пишется как Х, твердый знак, мы запоминаем с помощью слова шапка. Хлпа. Звук Г, который пишется как Г палочка В, мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Вяра. Звук Г, который пишется как Г палочка, мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. Итак, давайте еще раз запишем, перепишем, то есть то, что написано на экране. Аквелара – это переписывание. Звук Х мы запоминаем с помощью слова хлпа. Звук Х пишется как Х, твердый знак. Звук В, который пишется как Г палочка В, мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Звук Г, который пишется как Г палочка, мы запоминаем с помощью слова гапн. Весна. Приступаем к переписыванию. Хаца – мужчина. Фес – женщина. Лыгаж – старик. Таж – старуха. Чкон – юноша. Еще раз давайте повторим. Хаца – мужчина. Фес – женщина. Лыгаж – старик. Таж – старуха. Чкон – юноша. В слове хаца мы видим звук ц, палочка. Запомнить мы это произношение этого звука можем с помощью слова птица, цис,
помощью слова дерево, цла. Пёс, звук х, х палочка в. Х. Запомнить этот звук мы можем с помощью слова трава. Х, хра. Лыгаж, таж. В обоих словах один и тот же звук нам интересен. Звук ж. Звук ж мы запоминаем с помощью слова корова, например, ж. Пишется этот звук как ж в. Чкон, звук ко. Звук ко мы запоминаем с помощью слова комж. Пишется как к палочка в. Звук ко пишется как к палочка в. Давайте теперь прочитаем то, что написано на экране, потренируем произношение. Каца – мужчина. Пёс – женщина. Лыгаж – старик. Таж – старуха. Чкон – юноша. Каца – мужчина. Пёс – женщина. Лыгаж – старик. Таж – старуха. Чкон – юноша. В слове каца звук х тоже очень интересен, х твердый знак. Только вот он не выделен, но тем не менее обратим на него внимание. Х, каца, х твердый знак. Так, х, каца. Теперь мы с вами, сейчас у нас по плану повторения. Давайте начнем с повторения поздравлений, которые мы сегодня выучили. Напомню, что тема поздравлений, которые мы сегодня с вами выучили, это свадьба. Для начала вспомним, как мы поздравляем родственников жениха с новой семьей, которая создается. Какими словами мы их поздравляем? Первое поздравление. Давайте подумаем и вспомним. Подумайте, не спешите. Атацачхвашхат. Атацачхвашхат. Еще один вариант поздравления, как мы поздравляем родственников жениха. Атацачземшрахат. Атацачземшрахат. Да, обратите внимание на звук ш. Пишется как шв. Произносится как ш, шарах, да, помните, олень. Хо, звук хо, пишется как хв, произносим в этом случае как хо. Звук т, пишем как т палочка, произносим как т, как сова. Как же мы поздравляем жениха? Подумайте, как мы поздравляем жениха? Мы говорим укълпа уаверльхат. Укълпа уаверльхат. Звук х в слове кълпа пишется как х твердый знак. Звук в слове уаверльхат пишем как г палочка в. Звук л пишем как л мягкий знак. Звук т пишем как т палочка. Дальше подумаем, как мы поздравляем саму невесту. Какими словами мы можем ее поздравить? Мы говорим птацарабзымшрахат. 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 Звук т, как в слове т, сова. Пишем как т палочка. Давайте еще раз прочитаем эти поздравления. Начнем с поздравлений родственников жениха. Мы можем им сказать атацачхвашхат. Атацачхвашхат, либо атацачземшрахат. Атацачземшрахат. Жениху же мы можем сказать укълпа уаверльхат. Укълпа уаверльхат. Невесте мы говорим птацарабземшрахат. Птацарабземшрахат. Молодцы. Очень хорошо поработали. Теперь давайте вспомним, какие вопросительные слова мы с вами выучили на сегодняшнем занятии. Начнем с вопроса «сколько?». Кто помнит, как спросить «сколько» на абазинском языке? Подумайте, не спешите. Сколько? З'арая. З'арая.
Как сказать на абазинском «ты чей», имея в виду из какой ты семьи, из какой фамилии? Возвуда, возвуда. А как сказать вопросительные слова или вопросы? Подумайте. Вопросительные слова или вопросы. Азараква. Азараква. Звук Ц пишем как Ц палочка. Звук Г пишем как Г палочка. Звук К пишем как К В. Азараква. Как сказать на абазинском где? Куда? Где? Куда? Подумайте. Где? Куда? Ябаку. 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 А как сказать кто? Кто? Дызда. Дзачия. Дызда. Дзачия. Звук Ч. В слове дзачия пишется как Ч палочка В. Ч. Как в слове яблоко. Ч. Ча. В слове дзачия звук Дз. Первые две буквы в слове дзачия Дз образуют звук Дз. Не выделено, но мы обратим внимание все равно и запомним. Звук Дз, как в слове вода. Дз. Да? Теперь давайте вспомним, как спросить как, каким образом. Как, каким образом. Ешпаку. Ешпаку. Звук О пишется как К палочка В. Запоминаем мы его с помощью слова комж. Комж. Как же спросить что на абазинском языке? Что? Ачия. Ачия. Что? Звук Ч. Ч палочка В. Запоминаем с помощью слова яблоко. Ч. Ча. Как спросить, из какого ты аула? Подумайте, как спросить, из какого ты аула? Уабакту, да? Уабакту. А как спросить, когда? Когда? Подумайте, как спросить, когда? Янбаку. Янбаку. Опять мы встречаем звук К. Звук К пишется как палочка В. К. Янбаку. А как мы спросим куда? В какую сторону? С какой стороны? Подумайте, как мы спросим куда? В какую сторону? С какой стороны? Яхпаку. 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 Звук Х мы запоминаем с помощью слова, например, хапщ, да? Х. Х мягкий знак. Звук Ко мы запоминаем с помощью слова комж. Пишем звук Ко как К палочка В. Давайте теперь прочитаем еще раз все эти вопросительные слова и потренируем произношение. Зарая, вызуда, азцагараква, ябаку, дызда, дзачия, ешпаку, ачия, уабакту, янбаку, яхпаку. Еще раз давайте повторим. Зарая, вызуда, азцагараква, ябаку, дызда, дзачия, ешпаку, ачия, уабакту, янбаку, яхпаку. Молодцы. Молодцы. Очень хорошо сегодня поработали. Очень прекрасно поработали. Вспомнили, выучили с вами поздравления по случаю свадьбы. Кроме этого, выучили множество вопросительных слов, повторили их неоднократно. И кроме этого, сделали даже упражнения на переписывание, закрепили свои знания с помощью письма. Спасибо, что были сегодня со мной. На этом наше занятие подходит к концу. Перед тем, как с вами попрощаться, хочу вам напомнить, что этот и все последующие и предыдущие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org
в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза-Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза-Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах дыш сырасха.